О, Всё. здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Нюргон. Мгм. Нюрнберг. Значит, хотела... а, Будет ли Сергей тоже на связи или как? Будет, ну, в смысле, он подойдет сюда. Сейчас он просто ходит, там разговаривает с людьми. Хорошо. Мгм. Здравствуйте, тогда я вас представлю. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие гости. У нас в гостях сегодня на сайте Инстаграма Саха Диаспора. В гостях семья Лю, это представитель Якутии в Казахстане, и активист Сергей подойдет, и Наташа, она, значит, занимается помощью Я пока буду землякам. представлять нашу Да, семью. да, и она занимается помощью землякам, а также волонтер-активист Нургун Антонов. Значит, очень приятно вас видеть в это Взаимно. трудное время, скажем Мгм. так. Значит, мы подготовили практические вопросы, которым помогли бы нашим землякам, попавшими в Казахстан, многие которых без денег, растерянные, никогда не выезжали за пределы республики, первое их путешествие в Казахстане. И вот практически как бы ваши советы будут очень им полезны. Вот. Мгм. И мы подготовили список вопросов, и будем очень рады, если вы там сможете как бы ответить Немножко на них и рассказать нет. о существующих Мгм. делах, о существующем положении в Казахстане. Хорошо? Спасибо. Мгм. Значит, так. Первый вопрос у нас как бы вводный получается, да, вот мы хотим, если бы вы там рассказали о том, сколько человек живет в Казахстане примерно, как работает Саха-диаспора в Казахстане, встречаетесь ли, какие-то мероприятия проводите, это вот просто как бы вводный вопрос для того, чтобы там для Мгм. разумения. Все Мгм. понятно. Мгм. Значит, Казахстан, в Казахстане проживает, если считать с агломерациями, да, ой, подождите, в Казахстане проживает 19,8 миллионов человек Мгм. по всему Казахстану. А в Алматы, где непосредственно мы находимся и вещаем, да, Мгм. население составляет порядка 2 миллионов человек. Это еще и включая близлежащие города и аулы. Вот. Саха-диаспора до сегодняшнего, ну вот вообще в целом, да, она фактически и де юр она не существовала, да, то есть вот как-то не было такой острой необходимости, хотя Саха-сообщество всегда было на связи, у нас есть чат, в котором были включены только вот пока люди, которые проживают в Алмате. Также такой же чат существует, по-моему, в Астане, да. Вот все равно как-то Сахалы, Махалы мы обособленно живем, да, каждый своим аласом, вот. Мгм. Но Ну да. тем не менее, да, как Саха-сообщество, да, действительно есть. И сейчас, ну, скажем так, назрела необходимость уже, да, в регистрации вот этой нашей диаспоры и, возможно, потом в дальнейшем вхождение в Ассоциацию народов Казахстана, да, потому что количество вот в связи с этими, ну, нерадостными событиями, да, которые произошли, нас становится здесь больше. Становится больше. Сахалар открывают для себя Казахстан как страну благоприятную, благополучную, да, и, в общем-то, близкий по менталитету, скажем так, да, здесь можно прекрасно ассимилироваться. Если знаете, вот, ну, как якутский язык, то вполне возможно можно быстро выучить казахский, потому что казахские тюрки, ну, это тюркоязычная страна, да. У нас очень много одинаково, скажем, в той же религии, да, то есть они тоже где-то меньшая часть, правда, но тем не менее они тенгрианцы, да, помимо того, что здесь самая распространенная религия это ислам, да, но ислам это не такой прямо махровый, как в Иране там, или еще в каких-то странах, да. Здесь все очень такой облегченный, да, то есть, но тем не менее ислам в Казахстане. Встречаемся мы, да, бывает периодически, и нынче мы встречались малым составом, но эта встреча была отнесена тоже к тому, что когда началась в феврале
спецоперация, то есть здесь пошел первый поток наших земляков, да, и мы решили, что есть необходимость встретиться с ребятами, да, и это была наша первая встреча. А сейчас тоже очень много, то есть ребят сюда едут даже на машинах, насколько вот, да, нам стало известно, то есть дай бог, что границы не закрылись. Казахстан не закрывает границы. Просто есть вероятность, и у нас постоянно на слуху было то, что Россия закрывает границы, чуть ли не восстанавливает там военные блокпосты, да, и сразу по всем вручают, как бы, да. Ну, вот была такая вот информация. Мы же мы живем-то не на границе, и каждый вот такой вот слух у нас тоже вызывал резонанс, и все пытались, то есть, сообщить своим, да, что, ну, вот такая ситуация может складываться. Но, тем не менее, сейчас границы открыты. Казахстан тоже не предпринимает пока никаких условий к тому, чтобы открывать границы с Россией. Ну, в общем, вот так вот. Спасибо большое. Ну вот, как вы уже сказали, что очень много земляков приезжает в последнее время, и многие отмечают, что они приезжают, вот люди никогда не покидали пределы республики, некоторые из них никогда не были за границей. И вот приезжают люди, наши земляки. Вот что бы вы посоветовали нашим землякам, только что приехавшим в Казахстан? Вот что надо делать в первую очередь? Ну, я думаю, Нюргул может тоже ответить, да, на этот вопрос. Ну, для начала, наверное, успокоиться, перевести дух, потому что такой долгий путь, очень сложная дорога, и причина уезда не самая приятная. Но, во-первых, это, конечно, взять себя в руки. Во-вторых, нужно понимать, что вот те люди, которые уехали, вы уехали в свою родину. Вы уже не у себя дома, вы в гостях, вы в другой стране. Это необходимо осознавать, потому что есть люди, которые ведут себя достаточно расслабленно, будто они приехали на время, как будто на отпуск и так далее. Нет, ребят, тут и причины совсем иные. Ну и дальше уже что нужно сделать, это так найти себе жилье, это хостелы, квартиру, если у кого-то получится. Обязательно уведомить миграционную службу. В течение 3 дней. В течение 3 дней это необходимо сделать, потому что нарушать законодательство Республики Казахстан не стоит. Что еще необходимо делать? Перевести деньги. Да. Обязательно. Как открыть счет? Вот что для этого нужно? Счет возможно открыть в том случае, если у вас есть загранпаспорт. По внутреннему паспорту, к сожалению, это сделать нельзя. Поэтому есть разные варианты. Можно попросить. Есть люди, которые приехали по внутреннему. Вот мы сейчас пытаемся найти способ, как же им лучше поступить. Можно уехать, например, на время в Кыргызстан и через посольство России запросить свой загранпаспорт. Либо же, не знаю, как-то... А зачем в Кыргызстан приезжать? Потому что в Кыргызстане условия с уведомлением, миграционные эти условия, они чуть проще, чем в Казахстане, на самом деле. А из России можно ли перевести деньги в Казахстан? Да, возможно, это возможно. Если у вас есть карты, счета в России, как бы с российского счета на российский счет, это возможно сделать. Тем более в Казахстане пока еще, с перебоями, честно скажу, работают карты МИР. Не везде. Не везде, но они работают. С Тинькова, со Сбера можно снять даже иногда с самым хорошим курсом с российских карт в Казахстане. Спасибо. Тут вот уже поступают вопросы по поводу паспортов. Здравствуйте, насчет загранпаспорта. Расскажите, пожалуйста, как получить. И следующий вопрос был, дистанционно не делается паспорт? Нет, дистанционно, конечно, не делается. В смысле, делается. И для этого нужно обратиться, если вы в Астане, то посольство российское, там посольство именно находится, а в Алмате находится консульство России. То есть стать в очередь на получение загранпаспорта, и это можно все сделать электронно. Просто заходите, находите, значит, консульство России или посольство России, и страница, и по алгоритму можно там действовать. Да, здесь можно получить загранпаспорт. То есть, да, тут не стоит вопрос, можно ли или не можно. Это можно. Вопрос в том, насколько это долго и успеется ли для некоторых людей уложиться в нужный срок.
Ага, то есть вот еще прозвучало, что можно поехать в Кыргызстан и сделать там как-то немножко Да, Да, можно. да, там более проще. Мгм. Хорошо, спасибо большое. А вот по поводу страховки, можно ли получить страховку в Казахстане? Медицинскую вы имеете в Все. виду, да? Медицинская. Мгм. Медицинская страховка. Ага. Значит, медицинскую страховку получить навряд ли, но если вот так вот жизни, когда угрожает какой-то жизни, да, условия, да, у человека, то скорая медицинская представляется бесплатно. А в случае потом, ну вот я вот, честно говоря, вот за это, сколько я здесь живу, медицинская страховка, ну, мне не нужна, вот честно. Я не хожу в городскую поликлинику. Если у меня что-то возникает, я иду платно. То есть платные услуги, прием врача стоит от 5000 тенге до 15 000 тенге. Это нужно разделить на 7 данную сумму, да. Мгм. А так вот, если что-то вдруг случилось, то вызывают люди скорую, и она всем предоставляется бесплатно. Всем, то есть людям, не А только. российская страховка там не работает, да? Вот Нет, если какая-то ничего договоренность. российского, вот честно, здесь ничего не работает. Уже предыдущие вопросы там. Ни страх, ни автострахование, ничего здесь не работает. Нужно брать место. Мгм. Тут еще тоже вопрос. Значит, люди беспокоятся, не мобилизуют ли при обращении за загранпаспортом в российское консульство? Как вы думаете? А как они связаны? Да, как они это сделают, во-первых? Нет, Как нет. консульство и посольство не связаны с военкоматами. У них, во-первых, таких законодательных прав нет, чтобы забирать вас, и тем Да, более, как они это сделают с Казахстаном, нет, нет, такого нет. нет, не нужно по поводу этого переживать. Хорошо, спасибо большое. А вот представляю, ну, как бы люди работают, например, и вот спрашивают, как больничные оформляют в Казахстане. Ну, согласно трудового договора, если вы уже устроены, если вас взяли на работу, есть, ну, в смысле медицинские страховки, там согласно договора трудового есть. Мгм. Вот, здесь еще вопрос, помогаете ли вы якутам, живущих с советских времен и попавших в трудную ситуацию? Ну, если что-то в силах какого-то, ну, изменить в силах нашего сообщества, то, ну, честно говоря, мы абсолютно не сталкивались с такими ситуациями. У нас были просто печальные какие-то события, скажем, умирала землячка и не раз, и, ну, то есть, то тогда мы просто помогали в организации похорон там и прочее. А так, Мгм. Так пока еще не было, да? так пока еще Хорошо, нет. Я спасибо хочу- большое. И вот тут вот вы говорите очень хорошие как бы советы, и просьба пришла там по чату, да, вот можно ли составить как бы путеводитель по действиям для вновь прибывших? Вот памятка. Такой гайд у меня уже есть, я его составил. Ну, вообще, я рекомендую, в телеграм-каналах есть телеграм-чаты для тех, называется «Казахский Саха», по-моему, гид из Якутии или что-то такое. Там все подробно расписано, что и как делать. Найдите в Телеграме этот канал, либо же в Инстаграме пишите мне или нам на страницу, да, Да. Саха Казахстан. Такие гайды у нас есть, и мы подробно рассказываем, что нужно делать в первую очередь, как только приехать. Ага. И можно, пожалуйста, поделиться с нами тоже, потому что мы можем опубликовать вот на нашем Саха Инстаграме диаспора и сделать ссылку еще на ваш Инстаграм. Да. Хорошо? Спасибо. Значит, вот еще вопрос. Вот вы сказали, что когда вот люди приезжают, вот желательно сразу же найти жилье. А вот где можно найти дешевое жилье? И где можно купить дешевые продукты, потому что у многих нет денег? Угу. Ну, смотрите, вот расскажу о ситуации, которая вот случилась буквально в Алмате. За одну ночь цены на недвижимость и на аренду, они просто взлетели, да, то есть если снимать в Алмате, сейчас мы не рекомендуем рассматривать Астану, потому что вот просто в стадии коллапса находится город, и можно рассматривать близлежащие города, да, как я уже говорила,
рядом под Алматой находятся небольшие города. Я не думаю, значит, ну, чуть меньше Якутска, конечно, но тем не менее очень комфортные, очень такие с развитой инфраструктурой. Вот. Ну и цены там значительно меньше. И тоже выросли, но не так, как в Алмате. Я приведу пример. Если раньше однокомнатную квартиру в центре города, в хорошем районе с хорошим ремонтом можно было снимать за 150 тысяч тенге, то после вот этих вот событий, которые вот объявлены мобилизацией, эта же квартира сдалась за 400 тысяч тенге. Почувствуете вот эту вот разницу, да, и нужно ли так вот... Здесь невозможно сказать, что кто-то наживается, кто-то еще что-то, да, но тем не менее, то есть люди снимают однокомнатную квартиру и живут там по нескольку человек. И вот та разница курса рубля по отношению к тенге позволяет россиянам достаточно комфортно и вольготно в Казахстане. Да? Им кажется, что здесь все очень дешево, все приемлемо, да? Но вот эта ситуация очень негативно повлияла на самих казахов, чем они, в общем-то, собственно говоря, и недовольны. У меня уже столько друзей, и это я тоже немножко, да. То есть, когда арендуют квартиры в Алмате же и студенты, потому что учебный год, да, и молодые ребята из аулов, из ближайших городов тоже снимали, ну, совместно, допустим, квартиры, их выгнали из квартиры, да, для того, чтобы сдавать россиянам дороже. Да? Поэтому вот волна такого недовольства, она все-таки есть в Алмате. И чтобы не накалять вот эту ситуацию, да, если у вас есть желание переждать какой-то момент, да, или вот как-то не видите себя в дальнейшем в Казахстане, думаете, чтобы дальше приехать в какую-то другую страну, я вот прямо настоятельно рекомендую искать в близлежащих городах. Это Каскелен, это Талгар, это Issык, это, ну, в общем, очень много городов, и, ну, и пригородные тоже районы, тут есть район Греса, допустим, да, есть такой прекрасный город Конаев, да, бывший Копчегай. Ну, в общем, где-то вот, ну, не в центре, не в Алмате, в общем. Так будет проще. Ну и как бы в помощь, да, вы уже знаете, что ребята по их инициативе открыли вот этот шелтер, да, для наших земляков. И я вам немножко ознакомительное, в каких условиях сейчас и ребята прибывают. Поэтому вот эта помощь, да, в организации этого шелтера, вот прямо благодарю и Виктора Кривогорницына, и вот Юргуна Антонова, еще кто-то, да, наверное, у вас этот самый... Да, ну начали подключаться активисты. Начали подключаться активисты, которые, ну, в общем, молодцы ребята, вот прямо, потому что, ну, вот я со своей стороны, да, у меня просто, я тоже пыталась найти, искала дома, да, мы ездили с Сергеем, чтобы снять, но, к сожалению, нам не попались вот такие условия хорошие, как у ребят, скажем, потому что все дома, которые сдаются, они требуют обязательно долгосрочный договор, да, то есть на год, и, ну, с оплатой уже и депозита, то есть там, ну, мы так посчитали, для нас это, ну, как-то было неподъемные, не то, что неподъемные деньги, но это бы ударило сильно по нашему бюджету. Составляла вот сумма примерно, да, около $4000, да, то есть, ну, это получается, ну, не в наших силах это было, да, согласитесь, да, даже, а вот тут ребятам вот очень повезло, и они сейчас, все, кто находится здесь, они пока живут бесплатно. То есть сейчас еще не урегулирована система, да, как это сделать, чтобы... Потому что аренду тоже надо платить, то есть здесь идут и коммунальные, да, платежи нужно будет делать. А пока вот на данном этапе вот просто, ну, это невозможно. Поэтому нужно продумывать, чем они сейчас, собственно, и занимаются. Ну и, в общем-то, да, конечно, помощь необходима. Ребята уже тоже бросали клич по поводу помощи и какой-то материальной. Ну, в общем, вот пока так, пока так. Да, значит, кстати, мы тоже на сайте хотим публиковать клич о помощи
вот именно для поддержки этого шелтера Да, для наших это очень землян. здорово. Да-да. Вот. И, Миркун, можно, пожалуйста, немножко более подробно рассказать, вот как это, вот, куда обращаться, что вот тем, у кого нет жилья, например? Обращаться можно ко мне, лично ко мне в Инстаграме. Ну, самая вот такая площадка – это Инстаграм. Все находят меня с помощью Инстаграма или Квити. Там мы обмениваемся номерами, и дальше я просто объясняю, как туда проехать, как туда приехать. Тут пока еще все абсолютно бесплатно, потому что мы понимаем, что есть те, кто приехал абсолютно налегке, на максимальных, насколько вот как он быстро смог собраться, вот так и приехали, такие есть. Есть люди с детьми. Мы как бы считаем то, что в первое время у нас какого-то права требовать с них деньги нет, учитывая то, что еще цены в Алматы уж точно, наверное, где-то в 3 раза подскочили на жилье. Да. Вот. А Ну, сколько пока... человек может разместиться? Пока еще места есть. У нас 2 дома. Один двухэтажный частный дом, второй это трехэтажный. У нас, наверное, тут даже половина, наверное, заполняемости пока еще нет. Ну, места есть, места есть. Еще можно, наверное, обратиться вот в Инстаграм Саха в Казахстане, да, вот откуда вы зашли. Да, обязательно, ага. Вот. Потому что Нургул просматривает страницы и будет по мере возможности отвечать. Вот. Потом, Вера, еще прозвучал вопрос о том, где купить подешевле продукты. Ну, это, конечно же, у нас базары. Я не знаю, где, в каком районе живут, но есть еще и очень дальний базар, хотя, кстати, недалеко. Алтын-Орда называется. Это оптовый базар, где покупаются продукты мешками. Да, то есть можно там. Если вы живете в городе, то самая распространенная сеть это Магнум, где тоже проводятся определенные акции, в принципе, ну, как по доступной цене всегда. Это по типу московского Ашана, я не знаю, или еще как-то. Ну, тут тоже есть своя сеть, которая называется Магнум. Магнум, Смол, в общем-то, ну, такие. Спасибо. А еще был тоже вопрос, вот сложно ли найти работу? Вот в комментариях был вопрос, сложно ли найти работу? Работу найти, в общем-то, вот я не знаю, как ответить. Ну, когда вот все это началось, во многих телеграм-каналах казахи писали, да, поможем россиянам с работой. Да, то есть есть и такие вот вещи, когда они юридическую поддержку предлагали, да, при устройстве на работу. Я разговаривала с одной женщиной, да, которая говорила без проблем, то есть если у вас есть ребята, то можно это железнодорожная компания, да, занимается логистическими, по-видимому, какими-то услугами, вот. Ну, вот предлагают, сами казахи предлагают работу. Ну, в общем, найти можно, просто нужно понимать, что как бы минимальный размер оплаты труда, он здесь, ну, в отличие от России, он ниже, но не значит то, что люди будут сильно бедны. Нет, это вполне допустимые зарплаты, и на эти зарплаты можно жить. Просто я бы посоветовал, я знаю, что многих смущают эти цифры, когда они видят, то, что думают, что зарплаты очень низкие. На самом деле нет, на них вполне можно жить. И в Алматы насчет, учитывая цены на жилье, я точно не могу сказать, но вполне, да. Но в плане продуктов, да, там то можно. Вообще, давайте вот так вот, да, мы вчера тоже это озвучивали на прямом эфире, спрашивали тоже уровень средней заработной платы. То есть здесь вот градация этих зарплат очень большая, потому что здесь люди, которые работают на рынке, просто тележки, да, и есть миллиардеры, долларовые миллиардеры. Вот прочувствуйте разницу тоже, да. Но в России. Но вот как везде по миру. В среднем это, наверное, 180-150 тысяч тенге. Да, получают у нас продавцы. Если магазин подороже, то там идет зарплата 200-250 тоже тысяч тенге. Все это нужно делить на 7. Кажется, что маленькая в рублях как будто зарплата, но тем не менее, то есть люди живут на такие деньги, да. Ну, вчера, да, рекомендовали, вот правильно совет дали, перестать считать в рублях все.
лучше быстрее как-то пере- переформатироваться. да, на тенге. На тенге. И потом тоже вот такой вот совет, хвататься за работу. Да. Почему? Потому что это вот даст ребятам более быстро войти в жизнь, адаптироваться к жизни, да, заиметь знакомство, еще что-то. И вот это вот как взлетный этот, пусть даже маленькая зарплата, но вы поработаете, посмотрите, узнайте людей. В дальнейшем вы уже будете, имея уже какой-то опыт, можно найти уже работу и с другим уровнем заработной платы. Но не нужно сейчас сидеть и оценивать себя как суперспециалиста, да, и ожидать по зарплате, вот, да меня здесь руками с ногами возьмут. Нет, ребята, не возьмут, потому что да, рынок здесь, конкуренция очень высокая, и специалистов тут тоже хороших хватает, да. И, значит, потом по предприятиям есть такие нормы, что если вдруг берут иностранцев на работу, вот, допустим, какая-то ТКО, да, или компания еще, да, то они могут привлекать иностранную рабочую силу, но не более 15% всего вот этого, значит, штата, да? Вот, то есть не более 15% они могут брать себе иностранцев. Вот обычная как бы история иммигранта начинается с низов и вот потихонечку. Конечно. И этого чураться не надо, потому что, вот я же говорю, это вам позволит, ребята, почувствовать себя, немножко прочувствовать, да, как эта жизнь, ну, что вы будете, сможете покупать на эти деньги, да, как экономить. Конечно, сейчас все будут в жесткой экономии, да, быть, потому что, ну, все равно это другая страна. Да. Вот еще вопрос в комментариях. Спасибо большое за ответ. И вот вопрос в комментариях. Подскажите, как получить ВНЖ, это вполне реально в Казахстане, и какие критерии предусматриваются? Это временные жительства, да? Вид на жительство, ага. Вид на жительство, да, можно получить, да, но на основании, смотрите, если у вас есть прямые родственники, да, проживающие или имеющие, то есть это члены одной семьи, родители детям, дети родителям, либо брат сестре и сестре брат. Ну, вот так вот. То есть здесь не учитывается, это моя троюродная тетенька, которая живет с моим двоюродным дяденькой. Нет, такого нет. То есть только ближайшие родственники. Либо же это можно сделать уже на основании полученного РВП, скорее всего, да. РВП – это тоже разрешение временного пребывания, которое выдается на 1 год. Угу. Это можно сделать посредством, значит, если вы откроете свою компанию, обязательно ТО, ИП не открывают иностранцы, не имеют права открывать, только товарищество ограниченной ответственности с определенным там уставным фондом, да, то есть если у вас, ну, не знаю, хотите работать, вот, пожалуйста, и сами себе РВП делаете. Да. Вот. И потом уже можно в дальнейшем, да. И также рекомендую, отмечу такой нюанс, ВНЖ выдается по сроку действия загранпаспорта. В случае, если у вас загранпаспорт имеет короткий срок, то есть вот срок действия, да, допустим, там у вас 1 год остался или 1,5 года осталось, в этом случае не нужно заниматься кому-то деньги, да, за ВНЖ. Лучше получить паспорт нового образца, который выдается на 10 лет, и потом уже заниматься регистрацией ВНЖ. Да, у вас ВНЖ будет на 10 лет. Это то, что еще в ВНЖ надо показать платежеспособность. Да. И если у вас паспорт, срок паспорта выходит, то лучше как бы не стоит заморачиваться. Лучше не стоит заморачиваться, а жить уже, делать там как бы въезды. Вот, кстати, еще отметить, да, для россиян есть правило, которое, оно, правда, еще официально, опять же, да, вот смотрите, все так это быстро и бурно происходит, что включают какие-то новые правила, но потом бумажным, вот я в бумажном варианте не видела, хотя источник у меня был, это моя знакомая, работающая в миграционной полиции. Вот, она сказала, что сейчас вот с начала этой недели действуют правила для россиян 90-180.
Что это значит? Граждане России и еще ЕАЭС, да, это ну, СНГ, скажем, да, экономического Да. союза, да, они имеют право находиться на территории Казахстана 90 дней. После 90 дней они обязаны выехать с территории Казахстана, и доехать они могут только после 180 дней, а это 6 месяцев. Это даже после открытия, скажем, ТО, да, или там каких-то вот все Нет. Если в случае РВП, то... у вас, да, РВП и ВНЖ не подходят под эти правила. То есть, понятно. да, если вы просто приехали, ну, просто зарегистрировались и имеете право находиться на территории Казахстана 90 дней, да, все. Ничего нету, ни РВП нету, ни ВНЖ нету. Вы должны выехать и только заехать через полгода. 6 месяцев. Да, это опять же делается для того, чтобы защитить местное население. Ну, вот, понятно. То есть надо сразу, как бы, получается, вот тем, кто хочет как бы подольше остаться, заняться... Да, нужно первое это сделать РВП. РВП, а потом ВНЖ, да, да, ВНЖ это уже другой припев, как бы и другой куплет, более дальний, а пока нужно, вот как только приехали, нужно постараться сделать РВП. РВП, понятно, Да, спасибо это большое. первая стадия, с чего нужно начинать жизнь Казахстана. Ага, спасибо. И тут еще тоже в комментариях был вопрос, вот сложно ли открыть ТОО, какие требования? Да. Да. ТО можно посмотреть тоже. Мы можем скинуть, кстати, электронное правительство Казахстана. Там тоже есть вся информация по поводу открытий, по поводу получения регистрации и прочее. Есть электронное правительство, где можно... А так, да, гражданам России можно открыть ТО, там практически с минимальным, по-моему, уставным фондом, но я сейчас не буду этого говорить, потому что, вот, честно, это нужно делать самим. Это возможно? Это возможно, да, это я возможно. Наших земляков знаю, которые уже открыли свой ТО, уже работают. Ага, спасибо большое. То есть скиньте, пожалуйста, эту информацию, мы потом разместим в комментариях. Ладно? Хорошо, спасибо. И другой, значит, вопрос. Работающим дают РВП автоматически? На основании трудового договора со своим работодателем, да, дают. Ага. И еще обычно, как это делается, если РВП дается работнику, работодатель своему работнику, как политика же не разделение семьи, то есть они семьи не разделяют. Если работающий человек получает РВП, то и законный супруг или супруга тоже на основании трудового договора могут получить РВП. Спасибо большое. И еще другой вопрос. Вот трудно ли найти работу, кроме IT-сферы и медиков? Вот если там не работают медиком или IT? Ребят, ну, смотрите, тут такое, то что, я скажу так, человек, который хочет работать, он найдет работу. Да, всегда найдет. Мы уже говорили о том, что нужно браться за любую работу, да. Не нужно как бы оценивать себя высоко и работа есть, работы много. Есть, да. Я же говорю, что можно было вот железнодорожную компанию, допустим. Пусть это будет работа связана как-то, я не знаю, даже более такой вот силовой или еще как-то, да, ну, черная работа, да. Почему нет? Ну да, но вот, в принципе, мне кажется, вот любой мигрант, он начинает вот с такой вот черной работы. Например, вот мой муж, он начинал с... Кафе, работа в кафе, официанты. Да, есть. все начинают с работы с кафе там и так далее, очень многие. А потом уже, когда потихонечку обустраиваются, когда потихонечку понимают, как условия жизни, они уже начинают... Работал, был бы служащим, работал в и так далее. Сейчас я подрабатываю администратором. То есть, сбросить свои какие-то ожидания. Корону скинуть, да, что да. И окунуться в реальность просто, которая сложилась. Нет, конечно, было бы хорошо и дальше жить в республике, но что делать, вот сейчас такой момент. Вот. И спрашивают, насколько жесткие требования по владению языком при устройстве на работу? Да, я понимаю, что вот, кстати, да. Казахский, да, нужно учить казахский язык. Он, наверное, не такой сложный, очень много что схожего. И человек, вот, который может на якутском, он может понимать немножко.
это счет, это вот буквально элементарные «иди, встань» или «кель-кель», да. Ну, тут, да, тюркоязычный, поэтому база, она как бы одна и та же. Я, например, сейчас учу активно казахский язык, ну, то, что я знаю свой родной язык, это мне очень сильно помогает. Я ухватываю как-то быстрее, хожу в разговорный. Тут очень много, кстати, разговорных клубов, есть бесплатные, ходите туда. То есть это будет большим плюсом, если вы выучите язык хотя бы немного. Там элементарно сказать приветствие, там благодарность и так далее. Это очень необходимо. Извинения, Да, там, извинения, потому что казахи, как и мы, Саха, очень как бы трепетно относятся к языку и культуре. И будет, если вы будете показывать свое уважение к этому. Уважение к языку, да, и они очень будут расположены, когда человек, не казах, говорит с ними по-казахски, они прямо будут очень открыто принимать вас. Поэтому... Вот насколько все-таки важно знать родной язык, да? Вот все время к этому прихожу, постоянно. И самоидентификация, и достоинство, и плюс еще возможность быстрее адаптироваться в другой стране. Да. Другой Причем вопрос. Это касается и Киргизии, это касается даже, не удивляйтесь, Халар, это касается и Узбекистана, потому что там очень много тоже тюркских слов, это тоже тюркский язык. Да, да. Угу. И другой вопрос уже, можно ли загранпаспорт сделать через доверенность? Доверенность, сделать загранпаспорт по пути? Нет, через доверенность. Насколько я знаю. Я вот сейчас могу ошибаться, но паспорт должны получать только собственноручно. То есть через доверенность получить загранпаспорт нельзя, насколько я знаю. Может быть, да, принести документы, принести и отдать на оформление документов, да, но получать должны вы сами, собственноручно. Угу. И только вот еще уточнение. Сейчас не меняют ВНЖ при смене загранпаспорта. Ну вот все меняется, поэтому надо проверять, пожалуйста, как бы, когда вы меняете паспорт, либо там ВНЖ, надо все сверять с этими, с правилами. Да. И другой момент, значит, тоже спрашивают, а если подать документы на продление паспорта, ни РВП, ни ВНЖ не будет, а срок получения паспорта наступит через полгода, не пустят на получение паспорта? Я чуть немножко не поняла вопрос. Ага, ну я пытаюсь уловить суть. То есть если сроки нахождения в Казахстане у человека будет 3 месяца, а паспорт будет готов только через полгода, да? Да, ну, видимо, так, ага. Ну да, примерно вот так вот, наверное, да, и когда ни РВП, ни ВНЖ нет. Ну, есть, вот я как описал, то, что есть способ, некоторые так делают, они выезжают в Кыргызстан. В Кыргызстан и потом заехать обратно. Да. Угу. Пока я говорю, что правила вот эти, которые 90-180, они есть, но они официально как бы не вступают в силу еще. Все равно все заняли позицию ожидания, что будет, потому что вот эта ситуация, которая сложилась, это и для Казахстана, она ощутимая, да, то есть не могут люди еще пока сориентироваться, вроде как понятно, но это же не беженцы, да, ну, скажем откровенно. Условия тут немножко другие, да, и своих надо защитить, потому что уже есть прецеденты, где страдают казахи, да, вот, поэтому в данном случае можно выехать, вот как, во всяком случае, раньше было. Если ничего нет, каждые 3 месяца у нас люди выезжали на территорию Кыргызстана. От Алматы это 2,5 часа езды, ну, 3 часа, да, буквально, да, за горами. Вот, переходили границу, потом обратно заходили, и у вас опять тот же идет алгоритм, да, нужно сделать уведомление и получить срок 90 дней. Ну, вот туда-сюда, это вот как по типу накат, да, таким образом. Если вот такая будет, да, эти правила 180 не включат, то тогда можно, в общем-то, и не РВП, и не ВНЖ делать, а вот причем, знаете, по правилам, если вы выезжаете с территории Казахстана, вы должны сутки находиться на территории другого государства, и только через сутки вы можете заехать. Но Восток дело тонкое, и у нас вот и что казахи, что киргизы, там буквально, знаете, ну, платили какие-то
там, на обед деньги, да, и сразу заезжали. Так делала я когда-то, да, то есть я выезжала на территорию Киргизии, проходила, мне штамп ставили в Киргизии, я заходила обратно в Казахстан, тоже штамп ставили, отдала от души, как говорится, 2000 тенге и поехала к себе домой обратно, да, ну и ничего, такого вот, да. Еще вопрос, спасибо, интересный такой этот как бы опыт, да, получается. Да. Вот. У нас такого здесь даже представить как бы невозможно. Но Ну, давай. ну да, Да. постановка хитрая, конечно, тонкая. Другой вопрос, значит, можно ли перевести из российского вуза в казахстанский? Нет, невозможно. И, к сожалению, сейчас тоже очень многие спрашивали, возможно ли поступить на учебу, возможно ли там перевестись. Нет, уже начался вот этот вот учебный год во всех вузах. Это можно сделать только на следующий учебный год, да, который начинается, набор, по-моему, уже начинается с весны, делать набор. И да, сейчас уже учатся, к сожалению, нет. И касательно, скажем, каких-то образовательных курсов, да, потому что вот студенты, они, да, получают сразу годовую как бы студенческую визу, да, решение на год, вот этот учебный год находиться на территории Казахстана. Образовательные курсы, там, я не знаю, каких-то по повышению квалификации, языковые, там, профессиональные курсы и еще что-то, не дают права вам для выдачи РВП. То есть вы можете... И еще отметить частные какие-то университеты, вузы и так далее. Да, РВП, по-моему, насколько я знаю, только ГОС, да? Нет, Ладно, забудь. Да, нет, это же получала наша Даяна, она училась Сулеймана Демиры, в принципе, частный этот. И, кстати, вот я хотела бы очень так вот тоже отметить, поскольку Россия сейчас отказывается от болонской системы образования, да, кстати, да. В Казахстане большая часть вот этих вот частных университетов, они работают именно по этой системе, и дипломы их, то есть имеют международную аккредитацию, да, то есть вполне возможно, что кому-то будет в дальнейшем интересно получать именно это. У нас есть несколько таких вот вузов, которые работают в теме, это в частности вот Назарбаев университет в Астане, Евразийский, по-моему, университет, Казбек у нас, Казахстанско-британский технический университет, КИМЭП и Сулеймана Демирели, это турецкий университет. Спасибо. Потом, значит, ну, уже тут тоже вопрос, где можно начать работать. Это, конечно, работа первостепенная Республика Казахстан, но работать, как уже сказали, там, железнодорожно, вот можно обратиться вот Да, ну, в общем, Казахстан, можно найти другие работы, но надо учитывать, что все это будет малооплачиваем пока, как бы первоначально, лишь бы как бы живым быть, да, живым, да? Да, конечно. Ребята, не стесняйтесь, говорите свою ситуацию, да, что открывайте карты, да, что вы с Якутии, да, казахи очень трепетно относятся к тюркским народам, да, они считают нас братьями, да, ну, конкретно братьями считают, потому что считают, что мы вот тюрки. Мало кто знает, но тем не менее, да, когда они узнают, что Сахалар это тюрки северные, да, очень благоприятно настроены на общение с вами, поэтому говорите, что да, вот, они же, ну, ни для кого не новость, что и откуда появились вы здесь, да, в Казахстане. Поэтому нужно открывать и, ну, задавать вопросы, сможете ли вы сделать РВП, ну, и при этом нужно показывать и доказывать свою необходимость, как бы, да, в чем вы хороший специалист, чем вы будете полезны. Поэтому, ребята, как потопаете, так и потопаете, называется. Спасибо. Спасибо. А сможете ли указать контакты юристов? Ну, есть, у меня есть контакты юридической компании, которая занимается регистрацией иностранцев, да, и для россиян это делают за деньги РВП, ВНЖ, какие-то эти, я обязательно скину. Ага, спасибо большое. Вот, и спрашивают тоже, будут ли официальные лица Казахстана вести учет прибывших россиян? Есть ли у прибывших якутян контакты с диаспорой, чтобы понять, все ли в безопасности не стали жертвами краж или грабежей?
Мгм. Ну, конечно, учет-то ведется. То есть вы же не пролетали через границу. Этот учет и эта база ведется. То есть здесь, ну, имеет в виду, что миграционную службу и официальная Ну, как? видимо, это официальные лица, видать, Конечно, по конечно. Казахстану. То есть Конечно, да. залетает, ну, в смысле, с самолетом, да, приезжает сухопутные границы. Везде есть посты, пограничные посты, где идут отметки. Поэтому учет ведется. Единственное, то есть, ну, как бы, кто ее консолидирует, и кому-то, если это интересно, ну, могут выступить с запросом и спросить, да, сколько людей въехало с Республики Саха. Спасибо. Вот, и вот вы хотели бы попросить приехавших людей, чтобы они вели себя уважительно по отношению к другим приехавшим россиянам, Да, народу, Вот у меня, людей, которые предоставляют в аренду жилье, дают ночлег. да, я вот говорю всегда то, что казахи славятся своей гостеприимностью, но нужно понимать, чтобы если вы хотите, чтобы вам относились как гостю, нужно вести себя как гость. Вот. Очень, я еще раз повторю, то, что очень нужно уважать язык и культуру, не, как сказать, не вести себя как-то, не дай бог, агрессивно, как-то нагло и так далее. Будьте скромны, смиренно, все будет нормально. Угу. Кстати Нужно говоря, я слышала, что Монголия, там, значит, к сожалению, прибывшие из России, они вот напились и В Казахстане, до криминала дошло. Да. в Казахстане недавно была какая-то пьяная драка, россияне устроили, и их уже депортируют сейчас на данный момент. Понятно, спасибо. Ну, вообще в Казахстане пьют мало. Да. Да? Это, ну, опять же, вернемся к тому, что это здесь в основном большая часть проживает мусульмане, да, у которых не принято пить алкоголь. Ребята молодые тоже, в общем-то, знаете, мало пьющие. Они, может быть, и пьют где-то, да, но не так, как это принято в России, вот честно. Поэтому нужно вести себя скромнее, да, скромно. Не надо чувствовать себя как бы вольготно с алкоголем. Лучше завязывать. Алкоголь никогда ни к чему хорошему не приводил. Правильно. Ну, и вопрос, кстати, как криминальная обстановка в Казахстане? Да, дружелюбным и открытым. Ведь вы же сейчас, находясь здесь, вы представляете лицо республики. Же, да? То есть нужно и это понимать. Потому что по одному какому-то случаю или поведению будут считать уже о всех так. Тень падет на всех. Поэтому это нужно понимать и принимать. Не хотите, ну, возвращайтесь тогда в Якутию. То есть вполне возможно, что, может быть, вам лучше. Ну, конечно, я вот, честно говоря, надеюсь, что это вот отъезды наших людей, это дело временное, потом вернуться обратно. Вот. И тут вопрос еще, значит, кстати, как криминальная обстановка в Казахстане вообще вот именно по криминалу? Ну, криминал-то везде существует, просто не в тех объемах, наверное, да. Вот я могу сказать только по Алмате, да, поскольку живем мы здесь давно, уже больше лет. В центре криминала меньше, естественно, да, и ну, какие-то вот эти такие районы, это нижние районы Алматы, где-то вот окраины Алматы, да, вот там вот, да, есть преступность. Спасибо. Не без этого. Не без этого. Да, конечно, люди есть люди, да. Вот. И спрашивают, есть ли перспективы куда обращаться за медицинской помощью, если нет казахского медицинского полиса? Вот вы уже говорили, потому что... Да? Вообще полис не обязателен, не обязателен. Я говорю, можно обратиться в любую клинику. Опять же, Тугис вам в помощь, да, как вы называете, как-то 2GIS, да? 2GIS. Мы говорим Тугис. Ага. 2GIS, пожалуйста, медицинский центр рядом, да, забиваете, и сразу выходит все медцентры,
Ага. Прием. Полис не обязательно. Нет, нет, нет. Это платные приемы, платите за прием и все. Причем А сколько примерно платят? от 5000 тенге до 15000 тенге. Спасибо большое. Вот. И последний, наверное, вопрос. Если центры, потому что время у нас уже подходит уже типа час уже, да, почти. Есть ли центры или горячие линии по вопросам возникающих у приехавших людей? Нет, горячей линии у нас такого нету, да, то есть, да, есть каналы, вот это телеграм-каналы, где более активно как бы идет вот этот, да, вопрос-ответ, и там все этот. У нас, допустим, чат вот, Саха-Алмата, тоже там больше 130, по-моему, участников. Вот. Ну, нет, такой вот прямо горячей линии нет. Это же должно быть как-то на уровне уже структур, которые вот очень давно мы бились. Вот давайте немножко, да, с Сергеем мы работаем в направлении того, чтобы официально открылось здесь представительство Якутии. Но, к сожалению, пока, а сейчас это уже, тем более, даже и неизвестно, можно ли это. Если такие более мягкие времена, да, как-то не получалось сделать представительство якутское, то сейчас я не знаю, насколько. Поэтому, если бы было официальное представительство, то да, конечно, наверняка организовывалась какая-то горячая линия, да, ну, и люди бы шли за помощью. Ну, вот, это понятно, но, в принципе, вот сейчас вот уже как бы Саха Казахстан, да, Инстаграм, он перепрофилируется на помощь землякам, да, дополнительно. Можно туда обращаться, потом в телеграм-канал Казахские Якуты, можно обращаться с вопросами. И есть еще вот как бы к Мирону, вот лично там на Инстаграм тоже. И я думаю, что вот все эти вопросы, плюс еще памятка, которая, значит, будет опубликована и у нас, и на вашем сайте, обязательно это все, я думаю, будет помогать, конечно, да. И здесь просят сохранить эфир, конечно, мы обязательно сохраним. Вот, и обязательно подкаст Саха Диаспоры там как бы у нас будет тоже на YouTube. Вот, и мне кажется, получился очень такой продуктивный разговор. Спасибо вам большое за участие. Вот, за то, что вы ответили на такие вот горячие, насущные вопросы, и за то, что вы помогаете нашим землякам. Это огромная, конечно, благодарность от всех нас, Сахалар Бейбирге, да, вот, и что еще, ну, спасибо. И вам спасибо большое, да, надеюсь, что вот наши ответы как-то помогут, и вчера мы тоже проводили эфир, к сожалению, не смогли сохранить его. Но... Да, очень жалко. Мы хотели дать ссылку на этот эфир тоже, чтобы он было больше. Да. Ну, в силу технического получилось, но тем не менее мы тоже, нас смотрело больше 60 человек, поэтому, ну, капля к капле, но потом мы передаем. Ну, где-то у нас было максимально 70, и потом будет еще на YouTube, то есть еще будет больше народу смотреть. Улхан Махтал всем зрителям, которые нас поддержали. Пришли и когда-то вот Сахавар когда-то Барбиге. Ага, счастливо вам, до свидания.